Ты мыслишь как израильтянин, и это хорошо, но не в этом суть. Я не раз говорил, что если бы один из хамасовцев с оторванной ногой и оторванной рукой, с двумя оставшимися пальцами на другой руке встал на руинах, то поднял бы эти два пальца в знак победы. Почему? Потому что его дети будут продолжать, его внуки будут продолжать. Потому что он выжил и восторжествовал. Таков образ победы. Вы должны понять, что это другое мышление и другие стандарты. Но ведь мы видим, как хамасовцы сдаются. Сколько из них сдались? И сколько из них в тоннелях? Скажи мне, скажи. Тысячи. Суть не в том, что мы видим сегодня. Они смотрят в будущее. Мы тоже смотрим в будущее. Мы тоже вечный народ, и наши дети должны продолжать битву. Америка будет поддерживать вас вечно? Европа будет поддерживать вас вечно? Будет ли еврейское общество поддерживать вас вечно? Вот это важные вопросы. Послушайте, в Коране есть аят, в котором говорится: «Воистину Аллах с терпеливыми, Аллах с теми, кто проявляет выносливость на протяжении долгого времени». Попробуйте понять это слово «сабр». У нас нет такого слова в иврите. Сабр — это когда член Хамаса находится в тоннеле 2-3 месяца, не видит дневного света, почти что не ест, а потом выходит с Калашниковым в руках и убивает еврея. Как? Потому что он способен терпеть, и это непонятно для меня. То есть ты хочешь сказать, что наша израильская фантазия достичь переломного момента, когда Хамас сдастся или падет, всего лишь фантазия, которая не имеет никакого отношения к реальности? Ты живешь внутри израильского пузыря. Они живут ради Аллаха. Аллах с ними. Они джихадисты. Мы боремся за свободу, но это не священная война. Послушай, однажды у меня была дискуссия в студии Дзипи Ливни. Я сказал ей, что здесь доминирует религиозная составная. Для них Аллах — это главный игрок, если не единственный. А для нас, если Бог вообще находится на поле, Он запасной игрок. И в этом огромная разница со стороны психологических способностей и способностей в целом, а также физических способностей, потому что вера не подвержена физическим последствиям. В этом плане их способности безмерны. И я не говорю, что наша моральная способность менее важна. Да-да, она важна, но они ведут религиозную борьбу, и как минимум половина всех нас не хочет этого видеть.